Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. После капитального ремонта открыли трассу, которая соединяет Ардон с Дигорой. Дорогу сдали в эксплуатацию раньше срока. Первыми по ней проехали большегрузные машины. Новые светодиодные лампы загорелись на улицах Владикавказа. Количество светильников увеличилось на 30%. Освещенность магистралей и жилых кварталов проверил сити-менеджер Сергей Дзантьев. Мастер-класс от чемпиона мира по грэпплингу среди профессионалов. Наш земляк Рустам Чсиев сегодня работал со спортсменами пригородного района. В дальнейшем чемпион подумывает вернуться на родину и заняться обучением остинской молодежи. Эти и другие темы далее подробно. Колонна грузовых машин торжественно едет по обновленной трассе. Сегодня после капитального ремонта открыли участок дороги Ардон-Дигора. Событие по-настоящему значимое, потому как эта трасса много лет была в плачевном состоянии. Теперь срок эксплуатации около 10 лет. Объект протяженностью где-то 87 километров. На данном объекте была произведена полная замена основания. Вместо основания старого был сделан новый конструктив из ПГС, щебеночно-песчано-гравийная смесь. Завершить реконструкцию этого участка трассы удалось раньше времени. Дорожники трудились круглосуточно. Изначально завершить ремонт хотели в октябре этого года, но профессионализм помог перевыполнить план. Мы на новом мосту, и в прошлом году сдали по плану. В ноябре только нынешнего года должен был быть введен в эксплуатацию этот участок дороги Ардон-Дигора до более 10 километров. И сегодня слова благодарности в адрес дорожников сказать, что на самом деле очень качественно и в 2 раза быстрее установленных сроков выполнить эту работу, чтобы было удобно для автолюбителей. Вообще в республике сейчас стараемся много внимания уделять дорогам. Для капитального ремонта 8 километров трассы, связывающих Ардон и Дигору, применили самые современные технологии. Асфальт укладывали в 3 слоя. Это позволит увеличить срок эксплуатации дороги в несколько раз. Теперь дорожники намерены приступить к ремонту трассы Чикала-Мацута-Комарт. Сдать ее намерены до конца этого года. Елена Черенкова, Заур Цеов, Осетия ТВ. Эта зима обещает быть светлой и яркой. Новые светодиодные лампы осветили улицы Владикавказа. Количество светильников увеличилось на 30%. Освещенность магистралей и жилых кварталов проверил Сергей Дзантьев. Кроме вот этих ламп, которые сейчас плановый ремонт, практически все освещается. Можно говорить уже практически о почти 100% освещенности в городе. У нас по программе 16-17 год мы снимаем все вопросы, связанные с освещенностью улиц. В позапрошлом году, я помню, мы сделали около 12 улиц, а оплату производили в том же объеме, как было в 2012 году. То есть энергосбережение было налицо. Лампы старого образца заменяют на более экономичные, соответствующие современному дизайну. Работу новых фонарей регулирует автоматизированная программа «Гелиос». Она учитывает расход электроэнергии на улицах. 2200 светодиодных ламп появились в городе. В ранее мало освещенных районах заметно снизились правонарушения. Помимо центральных улиц города осветили район Южный и Корца. Мы сегодня вместе с вами были на Манежной площади. Вот одно из тех мест, на которые постоянно поступали жалобы от жителей. Вот это Манежная площадь. Вы сегодня видели большое количество световых приборов поставили, значит, ситуация нормализовалась, жалобы оттуда прекратились. Администрация следит за просьбами жителей. Красочный и освещенный город оценили в каждом районе. Темных мест становится все меньше. Новые лампы планируют установить по дороге в поселок Заводской. Программа модернизации сетей уличного освещения планируется с 2015 по 2017 год. Из федерального бюджета на ее реализацию будет выделено 60 миллионов рублей. Наталья Алексеева, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Гранатометы, пулеметы и автоматы. Оружие, которое доступно только в видеоиграх, воочию смог увидеть любой желающий. МВД России разработала акцию «Студенческий десант». Учащиеся вузов получили возможность пройти стажировку в подразделениях ОВД, а также лично познакомиться с работой полицейских. Сегодня в отделение ОМОН пришло более 30 студентов. С большим удовольствием ребята слушали истории о сотрудниках, изучали оружие. Показать, что сотрудник органов внутренних дел – это гражданин в первую очередь тоже.
Может быть, привлечь кого-то на службу, может, какой-то позитивный такой сыграет этот в выборе профессии, потому что вот ребята интересовались, психологи в частности. То есть место для психологов, для психологической работы, юристы, то есть востребованные специальности. Многие студенты, решившие принять участие в акции, не просто любознательные ребята. Это дети, чьи родственники непосредственно связаны с работой в органах. У меня тут работает старший брат и его жена. Они познакомились тут, на службе вместе работают до сих пор. Ну, он работает тут около 10 лет, наверное, ему тут очень нравится. Он постоянно рассказывает истории интересные об их работе. А так как я учусь на юрфаке, мне тоже это уже стало интересно, вот решила посетить это здание. Акция продлится до 24 января. В программу входит посещение музея МВД, Центра кинологической службы, а также экспертно-криминалистического центра. Сабина Алборова, Тома Валиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. И отсюда плечо давим уже. Давим и заворачиваем. Победитель и призер абсолютных чемпионатов США и мира по грэпплингу среди профессионалов Рустам Чсиев снова в Северной Осетии. Чемпион уже 7 лет живет и тренируется в Штатах, но родную республику не забывает. В этот раз он проводит мастер-класс для молодых спортсменов пригородного района. Грэпплинг как разновидность ММА или смешанных боевых искусств появился относительно недавно и в Северной Осетии пока плохо развит. Рустам Чсиев показал спортсменам элементы, адаптированные для ММА и особенности функциональной подготовки атлетов США. Он также ответил на вопросы, которые юные грэпплеры могли задать после тренировки. В дальнейшем чемпион подумывает вернуться на родину и заняться обучением остинской молодежи. Цель для меня достичь высот и, конечно же, дать своим младшим, которые сейчас увлекаются, и примером быть тоже. Сейчас спортсмен и сам готовится к серьезному турниру. В суперсхватке, которая пройдет в Олимпийской деревне в Москве, он поборется с Аюбом Магомадовым. В преддверии чемпионата России турнир проведут по правилам UWW. Победу сможет принести только болевой или удушение, без учета баллов. Тамила Хамицаева, Тимур Мазаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.